Эти глаза напротив, калейдоскоп. Тревожно мое сердце в этот миг. Я обожал его песни, и сегодня я не нахожу певца, который мог бы так великолепно звучать, вложить столько чувства в свое пение, так, чтобы человек, просто слушая пластинку, слушая запись, мог сопереживать это, проникаться, отвечать таким же точно чувством. Это могут единицы. Я сразу почему-то определил его вот, образ, когда я его видел. Это такой маска Пьеро. Вот слезливого, какого-то Пьеро некрасивого. Вот он был каким-то немножко инородцем этого времени, каким-то инопланетянином. В моем столе лежит давно под стопкой книг письмо одно, и, может быть, не первый год в одном из тихих периодов. Был очень лиричен в жизни до слез. Он выкладывал так свою душу, что это, ну, все женщины, весь зал был его, и ничего не наигрывая. Он сам приходил, во время аплодисментов, он приходил в себя после каждой песни. В июле 1987 года после концерта в Магадане Валерий Ободзинский вернулся самолетом в Москву и пропал. Его имя исчезло с афиш, голос больше не звучал в эфире, его потеряли друзья и поклонники. Исчез кумир 70-х, самый кассовый певец советской сцены. Редакции заваливали письмами. Куда исчез Валерий Ободзинский? Тогда действительно были письма. И их было огромное количество со всей страны. И люди недоумевали, куда делся Валерий Ободзинский. Но опять же существовал приказ на эти письма не отвечать. И мы не отвечали. На конвертах писали «Москва, Москонцерт Ободзинскому» или просто «Москва, Кремль Ободзинскому». Письма не доходили до адресата. Поползли слухи. Одни говорили, что он уехал в Америку, другие, что умер, убит. А на самом деле он лег на дно. Устроился сторожем на галстучную фабрику. Что заставило это сделать обладателя самого проникновенного голоса советской эстрады, он расскажет сам. Сохранилась уникальная запись, предельно откровенная исповедь Валерия Ободзинского, которую еще никто не слышал. И пошел я на работу сторожем на галстучную фабрику на 120 рублей. Там его и нашла Анна Есенина. Она была его давней поклонницей, хранила все его фотографии и билеты на концерты. В ее квартире и была сделана эта запись. Он очень хорошо себя чувствовал, работая вот на этих складах на своих. Я видела, ему там нравится. Вокруг него собираются мужики, да? Вот эта вот компания, вот эти вот разговоры. Ему это все очень нравилось. Ему не хотелось возвращаться опять, вот как он рассказывал о себе, ходить где-то кланяться. Родился он во время войны, в 1942-м. Я вырос в Одессе, в очень простой семье. У меня бабушка дворничкой работала всю свою жизнь, и дед тоже. Отец его был поляк, милиционер. Так как родители были заняты, естественно, на работе, он у бабушки был. Я деда и бабушку никогда не называл дедушкой и бабушкой. Я называл папа и мама. Так получилось, что у меня было две мамы. Но он был всегда голодный. И вот бабушка ночами, он плакал. А на пивоне была бабушка его. И она его брала на руки и начинала ему петь. Он тут же замолкал. И внимательно слушал. Как только она переставала петь, он начинал опять кричать. У них же немец. И он увидел того кусок колбасы. А так как он всем был голодный, он схватил эту колбасу, и немец увидел, он вытащил пистолет и хотел пристрелить. И бабушка кинулась в ноги, буквально кинулась в ноги и стала целовать сапоги у немца и молила, чтобы он его... Он сказал, меня застрели, показывал ему, вот меня застрели, только не надо его. В длинном коридоре коммуналки, где жила семья, висело 6 лампочек. Здесь всегда пахло рыбой, жареным луком и спиртным. Из окна в цокольном этаже можно было увидеть музыкальное училище. Совсем рядом оперный театр. Мальчишки бредили музыкой. Война кончилась.
В Одессу потянулись отдыхающие. Существует такая легенда, что он пел отдыхающим на пляже, а в это время, завороженные его пением, мелкие жулики обчищали лежащих на пляже людей. Говорят, такое было. Мы это бегали каждое утро в Самарочку. Самарка — это трамвай. Там шмон делали. Или я прикрывал, или я там отстегивал дурку. Там дурка — это сумочка, гроб раскрыть, это внизу большой карман в сумке. Я начал воровать. И мне это нравилось, потому что появлялись деньги, азарт появился. Первый раз он попробовал спиртной лет 10. Да. И вот когда он уже работать начал, вот в Томске, в Костроме он попивал. Он закончил 9 классов. Музыки нигде не учился, нот не знал. В мечтах видел себя артистом. В белом костюме, на белом теплоходе. Ну вот однажды какая-то звезда, что ли, потянула его в Дом культуры. Раньше мимо него часто ребята бегали, проходили, а тут он пришел. И он увидел музыкальные инструменты. И ему понравилась очень большая скрипка, как он говорил, на которой можно было подергать струны. Его первым учителем стал Витек, студент музыкального училища. Именно он научил Валеру играть на контрабасе. Не смычком, конечно, пальцами. Сколотили трио, контрабас, гитара, баян. И пошли на белый теплоход развлекать публику. Мечты сбывались. Над ласковым берегом светит, а море целуется с луною. Кто-то из пассажиров, имеющий отношение к Костромской филармонии, услышал его и предложил ему, не хочет ли он поехать поработать от Костромской филармонии. Вот она сцена. 18-летним мальчишкой он объездил всю Сибирь и Дальний Восток. Пел много, получал мало. Целуется с луною. Потом он назовет это время самым счастливым в своей жизни. В 1964 году в Норильске его услышал Павел Шахнарович и предложил попробоваться в оркестр Лундстрема. Его вызвали в Москву, прослушали и сразу взяли в штат. Песня «Луна» стала его хитом. У этого молодого человека кусок золота в горле, скажут позже. Луна над ласковым берегом светит, а море целуется с луною. Я встретил вот впервые Валерия в концерте оркестра Лундстрема, где он был солистом. По-моему, это был 1967 год, и он в общей программе исполнял 2 или 3 песни. И я услышал его голос, увидел его и понял, что это совершенно что-то другое, чем то, что окружает нас вот в эстраде. То есть это какой-то другой голос. И когда я услышал звонкий и высокий, чистый голос Ободзинского, это на меня сразу произвело большое впечатление. Он становился популярным. Его красивый чувственный голос был непривычен для советского уха. Западных певцов у нас никто не слышал. В это время на эстраде царили Муслим Магомаев, Юрий Гуляев, Эдуард Хиль, чех Карл Гот. В оркестре Лундстрема Ободзинский пел 3 песни. Никто не догадывался, что молодое дарование не знает нот. Валерий мечтал петь больше. И он пришел ко мне домой. Вадим, помоги, значит, где-нибудь получить в каком-нибудь городе отделение. Я позвонил в Донецк. Директором Донецкой филармонии был Амельченко. В будущем он станет директором Росконцерта потом, позже.
Я ему объяснил, что вот так и так. Есть прекрасный парень, нужно дать ему возможность раскрыться. Потому что на 2-3 песнях, которые он поет с Олегом, там, так сказать, не раскроется артист. В конце 60-х из всех окон в Москве, Донбассе, Красноярске звучала восточная песня. Встреча с молодым Давидом Тухмановым стала для него решающей. Помню, льет ли теплый дождь, падает ли снег, я в подъезде возле дома твоего стою. Что ты пройдешь, а быть может нет. Стоит мне тебя увидеть, о, как я счастлив. У меня была такая возникла мелодия. Скорее всего, я ее хотел слышать вот в его исполнении. Слов еще не было, текста не было, и поэт Онегин Гаджикасимов написал слова уже после того, как готова была мелодия. Вот. И первое, к кому я обратился, это был Валерий Ободзинский. Я недолго, так сказать, думал, не искал исполнителей для этой вещи. Вот что касается восточной песни, которая была очень популярна в исполнении Валерия Ободзинского, она была записана сначала на радио и прошла, по-моему, в передаче «Доброе утро». И когда мы показывали, Валера принес эту пленку на худсовет для того, чтобы у нас она была принята к записи уже на пластинке. И песня вроде понравилась, и все, но некоторые, я сейчас не могу вспомнить точно, кто был тогда на худсовете, но возник такой вопрос, а почему в каждой строчке только точки после буквы «Л»? Кого или кто подразумевается под этой буквой «Л»? Намек на Ленина или Брежнева померещился в этой песне худсовету фирмы «Мелодия». Но никакие запреты уже не действовали. Песню пела улица. В первом конфликте с идеологической машиной победил Ободзинский. 14 аншлагов в Томске, 20 в Запорожье, 15 в Братске. Города и веси требовали: хотим Ободзинского. Позвонили мне из ДЗЗ, был такой дом звукозаписи. И сказали, у нас есть очень хорошая песня, и мы бы хотели, чтобы Ободзинский ее записал. Можно вам прислать партитуру? Я сказал, партитуру нам не надо, текст пришли, потому что он ноты все равно не читает. Оркестр поиграл, он послушал внимательно, там где-то каденции какие-то попросил чуть-чуть повторить. Сказал, давайте писать. Он говорит, да репетировать надо, там режиссер сказал. Он говорит, на репетицию у меня нет времени. Мы встали, я говорю, минутку, пожалуйста. Вы что, хотите? Он говорит, да, хочу. Он записал с одного дубля. У него была фантастическая память музыкальная. Ты мне танец обещала. Ну, светленький такой, невзрачненький, глазки невзрачненькие, все. Но когда он начинал петь, он становился таким красивым, действительно красивым. Это голос необычный, я считаю, просто золотой голос. Будем так говорить, если уже с высоты прожитых лет его голос действовал на половую чакру женщин. Когда вот слушали его голос, то совершенно переставали обращать внимание, какой он, что он просто стоял, золотой мальчик, вот с таким очаровательным голосом. Такое обаяние, такая энергетика от него, как говорят, я не знаю, не литературным языком, перла, но действительно другого слова не подберешь. Прям вот давило. Эти глаза напротив калейдоскопа огней. Он носил кок маленький такой, знаете, он был очень аккуратный, удивительно чистоплотный. Вот это мне страшно понравилось. Он был очень элегантный.
Эти глаза напротив, что это? Что это? Знаете, я иногда, уже когда пою, я думаю, ага, мне же надо прийти, успею я в буфет или нет, там у меня девочка какая-то, там есть у меня, значит, ее надо, как ее провести в гостинице, это я пою автоматически. Пусть я впадаю, пусть в сентиментальность и грусть. Зал просто стоя и плакали, и стоя аплодировали. И вот однажды какая-то дикая пауза получилась. Невольно мы так выглянули, что происходит. И идет кавалерия через весь зал, идет одета девушка молодая в длинном белом наряде, то есть подвенечном. Сентиментальность и грусть. То есть вот она в таком состоянии, не один раз, видимо, слушала. Весь народ так оглядывался, смотрел. Она идет к Валерии, и дальше он продолжает петь. Глаза напротив. И она бросается к нему, к Валерии, прямо вот в объятия, вот на грудь, и прижимается к нему, вот голову, и плачет. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Когда он встретился с Нелли, первой женой, она родила ему 2 дочерей, он уже был избалован зрительским успехом, но к водке не прикасался. Придя к Лундстрему, дал зарок. Он знал, что пить ему нельзя. Сцена была для него дороже всего. Он пел и был счастлив. Он был на гастролях в Иркутске. А она училась, там она из Свердловска, но училась она в Виньязе, в Иркутске. И вот на одном из концертов, она, надо сказать, что она была очень красивая девушка. Очень красивая, такая яркая. Вот он увидел ее в зале. Так случилось, что он выбрал почему-то меня из зала всего. И все отделение пел для меня. Это было накануне 8 марта, когда я собиралась уходить домой, мне подруга говорит: Нель, не уходи, он остается, будет петь танцы, там будет петь. Мы остались. С приятелем я захожу в зал, вдруг идет ко мне навстречу Валера. Ну, как было рассказывать. Идет ко мне навстречу и говорит моему мальчику: можно вашу девушку пригласить на танец. И все. Ты любить спеши, не то весна пройдет, а пройдет не вороши. Он уезжал на следующий, кажется, день, и они стали переписываться. Обещание забери мне, как прощание забери. Это начало 60-х годов, будем так говорить. Я приехал, это была осень, Свердловск, гостиница «Большой Урал». Эта гостиница славилась тем, что туда можно было провести полк девушек, как говорили тогда. Но ему было не до этого, он был влюблен в Нелю, в свою жену, и похвастался мне, что он купил ей 2 флакона французских духов. В то время это вообще был дефицит, и дороговато это стоило. Эти глаза напротив, сразу и навсегда. Он был очень веселый, жизнерадостный, и ничего не предвещало грустного в его жизни, печального, ничего не предвещало. Его первая пластинка «Гигант» вышла тиражом 13 миллионов. Страна заработала 30 миллионов, а певец всего 150 рублей. Екатерина Фурцева, министр культуры СССР, однажды приехала на Апрелевский завод грампластинок для вручения очередной грамоты. И с удивлением обнаружила, что весь первый цех печатает пластинки какого-то В. Ободзинского. Там пошел второй цех тоже. Она говорит: а здесь что вы печатаете? Тоже Ободзинского. Директор фабрики говорит: нет, вот нам наверху нас, там печатают политические пластинки, там детские пластинки, речи вождей. Давайте пойдем туда. Они поднялись туда. Первый цех, куда они вошли, там было 2 цеха. Лежат огромные, значит, эти горы пластинок. Говорит: ну а здесь что печатать? Песня Ободзинского. Она позвонила министру культуры РСФСР и сказала: слушай, есть такой певец Ободзинский, по-моему, это не наш певец. Что тебе снится?
На фоне ударных строек петь только о любви было почти диссидентством. Песни про партию и родину были строго рекомендованы. На стройках коммунизма тема любви не входила в набор обязательных при подборе репертуара. У его песен отсутствовал высокий идейный уровень. От них просто несло тлетворным влиянием Запада. Валерий был просто лирический певец. Мало пел песен таких идеологического содержания. В общем, в конъюнктуру не очень вписывался. Он просто был романтик и любил лирику и хотел петь песни о любви. Моя принципиальность в том, что я не кривил душой. Я не хотел петь песни, которые меня заставляли. Карнавал, эти глаза напротив, неотправленное письмо, восточная песня, Анжела, потом дальше пошли, вот играет орган. У него столько шлягеров, пластинок этих не успевали печатать. Их миллионными тиражами, и все равно это разметалось, просто не добиться было. Птицы не люди, и не понять их. Однажды я была в саду Баумана, у меня там было свидание, и как раз я не думала ни о каком концерте. И вдруг головы стали поворачиваться, и люди стали стремительно идти к эстраде, и мы, конечно, пошли тоже. И я услышала: выступает Валерий, и вот Ободзинский уже просто погасло в этих криках. Пел Валерий Ободзинский самые популярные песни. И зал пел. Но зал пел тихо, чтобы, не дай бог, его не заглушить. Каждый пел как будто бы там, внутри себя, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы услышать вот этот любимый голос. На экраны вышел фильм «Золото Маккены», американский боевик. И песня там была «Птицы не люди», в общем, «Золото губит нас». Валера пел ее замечательно. И вот после того, как он записал эту песню, пришел он один раз к нам и говорит: Лень, ну что ты со мной сделал? Я теперь не могу выступать. А выступал он раньше в парке Сокольников, были эстрады, на одной играл оркестр, там где-то на площадках люди танцевали, на другой выступали артисты. И вот когда он начинал репертуар свой, со толпы обязательно кричали: Валера, кончай бодягу, давай «Золото Маккены». В филармонии рвали его на части. «Дайте нам Ободзинского». За 2 концерта он делал им месячный план. Такая популярность раздражала партийных боссов. Он не вступает в партию, не поет о ней. Посмотрите, да у него звездная болезнь. Бросил жену с 2 детьми, женился на другой. А он по-прежнему пел только свою лирику. Вот первая нервозность у него наступила на БАМе. Это был 2-й или 3-й фестиваль «Огни магистрали», где-то 70-е годы. У нас был заключительный концерт в городе Ангарске, но вот его-то не пригласили. И я, знаешь, его вызывали, начальство вызывало. Где-то там в гостинице был, его вызвал начальник, и он вышел нервный. И бросил мне, вот требует петь о рельсах и шпалах, о стройке века. А я, разве, говорит, вот эти ребята, которые там трудятся, это разве не, я пою о них, это разве не люди? Я люблю, в этом я хочу тебе признаться. 2 события, сыгравших роковую роль в судьбе Ободзинского, произошли в Новый год. В канун 76-го, после долгих лет воздержаний, он заявил: «Я выпью стакан водки». И выпил. А годом раньше, в это время, председатель Гостелерадио Сергей Лапин произнес речь, круто изменившую судьбу многих артистов. Лапина назначили, и он просто, поздравляя коллектив с наступающим Новым годом, он сказал: в Новом году постараемся, дорогие друзья, обойтись без мулерманов, то есть без евреев. О Лапине говорят много. То, что он умный был человек, это безусловно. Но то, что он был антисемит, это 100%. А Валера Ободзинский не еврей.
Но он-то решил, что он тоже еврей. Вся наша советская действительность, вся наша конъюнктура, все чиновники, они воспитаны на других песнях. Потом идеология – это Лапин. Это такой паноптикум вообще. По какому принципу вообще управлялось искусство и по какому принципу подбирались программы на телевидении, радио. Валерий Ободзинский, пойте! Я вас очень прошу, будьте добры, спойте что-нибудь. То, что вы видите, это единственные кадры Валерия Ободзинского, сохранившиеся в архиве телерадиофонда. Все остальное по приказу Лапина было уничтожено. Система работала так талантливо и конкретно, что даже были выпущены списки, которые ходили по комитету Гостелерадио и, естественно, по музыкальной редакции особенно, потому что там были Ростропович, там была Баршай, ну, там была и Вишневская, ну, и много замечательных, просто супермузыкантов и, конечно, артистов из эстрадного жанра, которых ни в коем случае давать было нельзя. Валерию казалось, что с его популярностью, когда полные залы аплодируют стоя, ему ничего не страшно. Ну и что он все меньше звучит по радио, что на телевидении его приглашать перестали. Он был уверен, что победит она, его публика. Держался независимо и позволял себе слишком много. Это раздражало. Я только знаю одно, что у него был неприятный один случай в Кургане, когда одна девушка задержалась у него в номере. Она оказалась там дочерью второго или третьего секретаря обкома партии. И начали разыскивать ее, и туда милиция приходила. У него ничего не было с ней, но она засиделась. Но шума было много. И в КПЗ какое-то его там определили сначала, пока выясняли. А я его туда вытаскивал. Терпение властей заканчивалось. В прессе появились статьи, в которых его обвиняли в пошлости и слезливости. Песни стали называть не нашими. Мне запомнилось большой подвал в советской культуре, где, значит, эти глаза напротив, было, как и, впрочем, некоторые другие популярные песни у народа время от времени объявлялись песнями бездумными, однодневками, еще там несколько штампов таких употреблялось журналистами и критиками. И с такой тупой регулярностью такие статьи появлялись то в советской культуре, то в «Известиях». Ему инкриминировали, что, во-первых, у него манера западная, что он в репертуаре нетребовательный, берет, что попало. Твои глаза, как два тумана, как два прыжка. Для того, чтобы получить звание, месяц работал по сельским клубам. Дали звание. Заслуженный артист Марийской АССР. Звание не спасло. Центральные площадки Москвы были для него по-прежнему закрыты. А когда в Ленинграде он вышел на сцену пьяным, все было решено. В зале сидел первый секретарь Ленинградского обкома партии Романов. Теперь и в северной столице его не ждали. Наверное, он был этому подвержен. Но если бы ему так не наступали на самое любимое, что есть в его жизни, я думаю, эта болезнь бы не развивалась бы так стремительно и так страшно, как она развивалась. У него просто не было бы времени на это, потому что он бы пел, он бы записывался. Что-то случилось этой весной. Мы работали в первое отделение, а второе отделение – Ободзинский. В одном из городов мы после первого отделения уже переоделись. Вдруг вбегает в комнату Виктор Яковлевич Викштейн, наш руководитель, и говорит: срочно одеваться на второе отделение. Ну, в чем дело, в чем дело? Оказалось, Валера дозу немножко превысил,
пробовали его в холодный душ и нашатырный спирт, это было бесполезно. У него выступление в санатории Сочи. Это высший партийный санаторий. Случилась невероятная история. Как мне стало известно, какие-то люди утром пришли к нему в гостиницу. Кто они, до сих пор неизвестно, это надо сначала следствие провести. И стали: давай выпьем за встречу. То ли он знал их, то ли это просто поклонники. Он был очень легковерен. Ну, в общем, они пели ему хвалу, конечно, сыграли на его чувствах, и он с ними выпил. Я уверен, что это была интрига. Понимаете, что люди знали точно, где он работает в этот день, знали, что это за санаторий. Даже появление под хмельком в этом санатории это уже грозило. Ведь, понимаете, каждый отдыхающий, одно письмо этого отдыхающего закрывало дорогу сразу. Но он не ожидал той реакции, которая произойдет, потому что зал был душный, и ему стало плохо. И он качнулся. Раз-два. Но что-то случилось. И я, значит, первую начал петь и забыл слова. И пошел сочинять от себя что-то. Мне там оттуда конферансье потом уходи. Режиссер говорит: уходи. То есть как-то выкрутиться. И такой был конфуз, сразу тут скандал был. Это был страшный скандал, страшный. Но надо знать нравы этого санатория. Через 5 минут стало известно во всей филармонии, что там сидел работник филармонии. На следующий день мы взяли билеты, его отправили. Когда он приехал в Москву, уже был подписан приказ о его отчислении. Ну, понимаете, что значит для Ободзинского потерять концерт? У него в жизни больше, кроме песни, ничего не было. Только песни. Что-то случилось этой весной. Что-то случилось с ней и со мной. Я даже слышал легенду, что он с наркотиками связался. Когда человек не востребован, его, как говорят, что-то, да, там вот не хватает жизни, он чем-то его вот это должен заполнить. Он срывал концерты. Вино, коньяк, что угодно, только бы выпить. Пьяный бред, галлюцинации, а голос звучал как прежде. Чистый, молодой. И по-прежнему со всех сторон неслось. У него кусок золота в горле. В Ленинске-Кузнецком он снова сорвал концерт. На публику вышел подставной Валерий Ободзинский. Срочно одели одного певца, который был внешне похож и знал репертуар. А его самого увезли в сумасшедший дом. Привезли меня в эту больницу и положили меня, закрыли. Это бывшая была тюрьма в Ленинске-Кузнецке. Вначале это было страшновато, там сумасшедший. Кто-то там кричит, кто-то там Наполеоном из себя изображает. Из сумасшедшего дома он вышел и через 2 недели запил снова. И теперь его гастроли удалялись все дальше от Москвы. Вторая жена Лола ушла. Трудно было терпеть его пьянство. Остался без дома. Стал жить со Светланой, старой поклонницей, в однокомнатной московской квартире. Он, когда вернулся из Магадана, он уже не гастролировал, он уже не работал. Он сидел на колесах. Но у него очень часто повышалось давление. Приходилось по 2, 3, а то и 4 раза скорую вызывать ему. Какие-то голоса он слышал, то он с космонавтами разговаривает, то прибежит, там, говорит, просит: мой диск, у тебя есть моя фотография? А то, говорит, не верит, что я, это я. Но что-то случилось, чувствуем мы. Именно в это время он и исчез. В редакции шли письма от поклонников, где Валерий Ободзинский. Они помнили его голос и хотели его слышать. Письма шли в никуда. Он не показывался на люди и почти не выходил из квартиры. Вдруг он звонит: ты знаешь, где я? Я в Лавре, Сергей. Что ты там делаешь? Он говорит: да ты что, я святой, я теперь здесь. Как себя чувствуешь? Я чувствую, что он выпил немножко. Я говорю: я себя хорошо чувствую. А что? Ну, ты болен, там что-то у тебя? Я говорю: ну да, вот есть там. Ну, ты знаешь, я ведь Бог, я ведь все это тебе могу сделать. Ты завтра будешь здоров. Я говорю: хорошо, Валер, сделай. Он больше не пел. Телефон молчал. Будто никогда и не было такого певца. Валерий Ободзинский. Он говорил, что вот я уже достиг вершины своей. То есть ему надо было что-то менять. То он хотел в каком-то платье выходить, петь, как Демис Русос.
Но он понимал прекрасно, что сам он ничего не сделать, нужна была помощь. Чья-то помощь нужна. У меня было подавленное настроение. Я просто понял, что я достиг своего потолка. Или мне нужно бросать и уходить. Овощи продавать, фрукты. Я, к сожалению, больше ничего не умею делать, кроме того, как пить. Или мне нужно откровенно остановиться и проанализировать самого себя всю свою жизнь. Через 4 года он ушел от Светланы, ушел просто так в никуда. Понял, что задыхается. Тут он и стал сторожем на складе при галстучной фабрике. Я сидел на наркотиках. Я принимал в день 100 таблеток. Это 4 смертельные дозы. Для меня было 2 выхода. Или продолжать петь и падать вниз, или мне нужно перемучиться и бросить. Я просто должен был пережить кусок своей жизни, побыть в говне, помучиться, испытать нужду. Страшные были муки, но тем не менее я все время где-то на складе, где-то я на простой этой работе, валялся где-то там, спал я на этих стульях. Ну, в общем, такая жизнь началась. Я на это пошел специально. Закрывает склад. Эх, советский Том Джонс. И смеется. Он совершенно был потерянный. Абсолютно. И никогда он не говорил, что он петь хочет. Ему хотелось просто тишины и покоя, больше ничего. И, откровенно говоря, я не знала вообще, сможет он петь, не сможет он петь. Манит, звенит, зовет, поет дорога. Еще томит, еще пьянит весна. Анна Есенина, давняя и преданная поклонница, взяла его к себе. Он отказывался петь в клубах и ресторанах даже за большие деньги. Не хотел выступать. Анна убедила записать 2 песни Вертинского «Среди миров» и «Аравийскую песню». Сделали аранжировку. Он слушал и молчал. И никто не знал, зазвучит ли снова его голос. Мы приехали в студию «Орленок» такая, гостиница «Орленок» была. Он подошел к микрофону и спокойно, без надрыва, как будто он на студии ходил каждый день, спокойно спел эти 2 произведения. После этого, конечно, стало ясно, что у него, как у певца, все в порядке. А жить уже осталось так немного, и на висках белеет. Причем он никогда не репетировал. И вот он готовился к записи очень интересным образом. Звучала фонограмма, и мама пришла, я говорю: мама, тихо, Валера готовится, у нас завтра запись. Через некоторое время говорит: иди посмотри, как он готовится. То есть фонограмма играет, а Валера спит. А на следующий день подходит к микрофону, как будто он репетировал неделю. Пусть же сердце знает, мечтает и ждет. Он не занимался там шарфики на горлышко, там пил воду холодную, холодное молоко, совершенно не думая, голос, не голос, и голос прекрасно звучал. У меня день рождения, 50-летие, и я задался целью каким-то образом вытащить Валеру. Хоть он до этого не выходил на сцену. Говорит: Валер, у меня нет пиджака, этого самого концертного костюма. Я пополнел, и они у меня не застегиваются. Я говорю: Валер, ну ты посмотри, сейчас выходят на сцену артисты, хоть бы один был застегнут. Сейчас модно выходить расстегнут. Ну ладно. Ты сделаешь так, чтобы никто не знал, что я буду выступать, чтобы никто раньше не знал. Сделаю. Ну, в общем, а потом вообще Аня говорит: он последнюю секунду может отказаться. Тут надо приехать и каким-то образом его, значит, забрать. Ну, я своих 2 сыновей, Диму и Леню, в машину, они поехали туда. Аня открыла дверь: Валерий Яковлевич, мы за вами. Все. Я вышел на сцену, сказал, что я давний поклонник этого артиста, что собираю его пластинки. И никогда не думал, что мне когда-то придется на сцене Центрального дома работников искусств выйти и объявить: дорогие друзья, для вас поет Валерий Ободзинский. Подожди, подожди, я прошу. Может быть, ничего снова не скажу. Только
все равно. Слышишь? Потом, после этого концерта, Борис Сергеевич Брунов тут же его пригласил принять участие в концертах уже в Театре эстрады. Все решилось проще бы, проще бы, проще бы 300 лет назад, и может даже 100. Задние глаза тебя сожгли на площадь. Но, к сожалению, годы жизни его изменили физически. И певец любви уже выглядел помятым, располневшим, даже обрюзшим. Моя безвинная душа, все решилось проще бы, проще бы, проще бы. А голос-то звучал молодой. И когда у такого человека творческого исчезает перспектива, исчезает желание работать, он опускается, и организм перестает сопротивляться. Ее появление должно быть в новом качестве, совершенно в новом. Я же некрасивый. Я вот будет больше борода у меня. Подчеркнуть мужика, подчеркнуть. К наркотикам он больше не вернулся, но пить не бросил. Часто слушал свои старые записи, разглядывал афиши и уходил из дома надолго. Столько было желающих с ним выпить. Здесь же вся округа была в восторге от того, что они могут выпить с Валерием Ободзинским. И он иногда все гулять шел. Это называлось «Я пойду погуляю». Он жил как хотел. И все, что сумел, сказал в своих песнях. Последний концерт у него был 12 апреля в Петербурге. 27-го его ждали в Петрозаводске. Концерт не состоялся, потому что 26 апреля 1997 года Валерий Владимирович Ободзинский умер от сердечной недостаточности. Он чувствовал. Как только я начинала тут скандалить, либо он не хотел там выступать, либо еще что-нибудь, он сразу ложился на кровать и говорит: я скоро умру, ну, чтобы я от него отстала. Ну, последний его день был, это серьезно совершенно. И чувствовалось, что он какой-то необычный такой был. И доктор сидел здесь 3 часа, там таблетки всякие там он оставил, когда уезжал. Но Валера, я чувствовала, что что-то не то, но все равно поверить в это было невозможно. Тем более нам надо было в Петрозаводск ехать через несколько дней. И когда он сказал, что он вот умирает, я говорю: ты еще с ума сошел, у нас гастроли. То есть я не могла, конечно, серьезно к этому отнестись. Мы здесь находились с его младшей дочкой, с Лерой, и мы всю ночь с ним сидели. А под утро нас сморило, и мы уснули обе. Мы уснули, просыпаемся, а он мертвый. То есть нас как-то, наверное, убрали, чтобы мы это не видели. И мне, уставшему от лжи и пудры, мне было с ними тихо и светло. Панихида была в Цедри. Пришли очень многие артисты. У меня на кассете, на аудио есть эта запись, там кто что говорит. Но, понимаете, все это хорошо, когда человек жив. И в какой-то момент упала фотография Валерина. И упала она с таким грохотом. Я не могла себе представить, что такое вот стеклышко небольшое разлетелось в мелкие дребезги. И вот как разрыв бомбы был, и все замолчали. То есть он, видимо, сам прекратил все эти речи. В 2002 году на площади звезд в Москве появилась звезда Валерия Ободзинского.